На фоне праздничных проблем хочется поговорить сегодня, что уже сделано для женщин и семьи в городе, что делается и что планируется сделать. Мы пригласили сегодня к себе депутатов горсовета, председателей женских советов предприятий. Правда, немного, несколько, выборочно, но сделано это специально. Именно тех, которые уже что-то делают, наработки имеют. И представителя трудового коллектива, председателя правкома, Треста Дальстальконструкция Хвостанова Владимира Александровича, с тем, чтобы сегодня рассказать вам, как решаются вопросы социальной защиты женщины и семьи в этих коллективах. Значит, сегодня здесь депутат городского совета Сорокина Вера Анатольевна, председатель малого предприятия «Ковбой», Грибкова Галина Васильевна, председатель женсовета завода ремонтно-механического и депутат городского совета. Здесь же у нас Масина Елена Алексеевна, начальник бюро трудоустройства, председатель женского совета информационно-вычислительного центра Бакаева Тамара Павловна, от редакции газеты «Индустрия Севера» Воронцова Ольга Леонидовна. Мы ставим сегодня только два вопроса из серии тех проблем, которые стоят сегодня перед коллективами заботы о женщине. Это вопрос занятости женщин и вопрос охраны труда на предприятиях. И немножечко поговорим о заботе о подростках. Ну, во-первых, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить здесь всех присутствующих, а также всех женщин в городе с наступающим женским днем 8 марта. Не будем много обещать им хорошего, а пообещаем им только крепкого здоровья и успехов в достижении достигнутых целей. Я представляю коллектив Нюрнбергского СМУ «Дальстальконструкция». Коллектив вроде небольшой, 400 человек, но, как и во всех коллективах, у нас тоже есть, в принципе, то, на чем можно заострить внимание. В 90-м году в нашем коллективе была, в принципе, сделана небольшая революция, так сказать, по отношению к женщин и проблемы детства. Вот. Попытались мы ввести новшество, как я понял, что это было на уровне даже города. Это мы сократили рабочий день всем женщинам и ввели дополнительные социальные льготы для женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Ну, как я убедился, на сегодняшний день почин, в принципе, прижился в городе, и во многие коллективные договора он уже включен. Вот. Ну, тут, в принципе, это ничего нового нет, это просто естественное такое, можно сказать, мероприятие. Вот, на сегодняшний день оно и у нас прижилось в коллективе. Да, и что хочу сказать. Анализируя коллективные договора 90-х годов, правительство пошло нам навстречу, и некоторые социальные вопросы уже закрыло со своей стороны. Так что я хочу акцентировать на чем внимание, что это, решая все социальные вопросы через трудовые коллективы, а это, в принципе, и вопросы профсоюзных комитетов, выражая, так сказать, профсоюзный интерес, можно добиваться положительных успехов на уровне государства. Ну, все-таки вот конкретно, какие новшества? Да, новшества какие конкретно. Ну, введение, например, доплат женщинам на детей, которые не посещают детское дошкольное учреждение. Всем женщинам? Да, всем женщинам предприятий. Да, у кого нет места в детском дошкольном учреждении. Да. Еще? 50 рублей мы платили. Месяц? Да, ежемесячно 50 Это рублей. независимо от того, если она работает, эта женщина, да? Да. Да. Потом такое вот, мы защитили, например, матерей-одиночек. Матерям-одиночкам мы даже установили в размере оклада. Те, которые не работают. Разовую выплату, разовую в год, раз в год. Да? Нет, зачем? Вот ежемесячная. Ежемесячная. Это женщина, которая вот находится по уходу за ребенком до 3 лет, да? Вот этим женщинам мы установили, ну, касается только матерей-одиночек, конечно. Вот такую льготу установили. Нет, да, это чего нет. Ага, еще? Ну, многосемейные, мы, например, в этом отношении хорошо проработали тоже. Мы разовую помощь оказывали, а также многодетным, мы, правда, взяли семью 4 и более человека. Многодетным мы даже закрывали квартплату 50%, им оплачивали 50%. Но это вошло в систему у вас или это было одноразово? Почему? 90-й год у нас прошел нормально, да?
И, в принципе, на 91 год мы сейчас как решили, что, да, ну у нас там чем было связано? С оздоровительными мероприятиями, там небольшие, конечно, злоупотребления были, и сейчас мы решили каждый конкретный случай рассматривать в коллективе. Не огульно, например, а каждый конкретный случай рассматривать. Ну а эти вот социальные вопросы, которые касаются, например, женщин и проблемы детства, они у нас, в принципе, так и остались переходящими. Владимир Александрович, а вот изначально чья была инициатива? Женщин, правкома или администрации? Вот проявить такой блок забот. Да. Дело в том, что это получилось накануне коллективного договора. Этот вопрос буквально всплыл везде. И буквально в один день. Всех Да. заделось. Тут, может быть, еще помогла пресса, потому что пошло по центральной прессе волна вот этих вот социальных льгот, и они как-то автоматически перешли в наш коллектив. И как раз это было приурочено тоже к 8 марта это было. И вот получилось так, что... Получилось хорошо. Получилось. В Было принципе, я хорошо считаю, для что женщин. хорошо. Я считаю в том случае хорошо, что все-таки государство откликнулось на это. Вот это я считаю, что хорошо. И действительно последователи такие есть. Вот информационно-вычислительный центр в прошлом году частично внедрил у себя по коллективному соглашению ряд забот. И в этом году, по-моему, они там увеличили перечень льгот для женщин. Может, вы нам расскажете, Валентина Павловна, что вам удалось сделать или как решается на в вашем коллективе эти вопросы? Хорошо. Тамара. Извините. Но с радостью сообщу, конечно, о том, что у нас есть. Бороться нам не пришлось, я скажу. Администрация всегда идет навстречу. И вот этот вот час, он у нас уже не час, а будет у нас 2 часа. Но, к сожалению, только в межотчетный период. По той причине, что специфика работы нам не позволяет ежедневно иметь 2 часа. Потому когда отчет, это тут уже все откладывается в сторону и делается отчет. Ну а зато потом мы будем иметь эти 2 часа свободного времени. У нас хорошая льгота для женщин. Правда, мы не в окладе не можем, не в 100 рублях, но в размере 50 рублей до 3 лет у нас имеющие мамы маленьких детей, которые сидят до 3 лет дома, с ними воспитывают их, они получают у нас такую надбавку. Ежемесячно. Ежемесячно. Ну вот известно, что сегодня и на ремонтно-механическом заводе женщины вместе с профсоюзным комитетом, администрацией активно взялись за решение своих забот. Но, наверное, есть там какие-то свои сложности, трудности. Галина Васильевна, расскажите, пожалуйста, как ваш женсовет сегодня решает подготовку? Сегодня на ремонтно-механическом заводе работает уже около 700 женщин. Женщин много. И женщины заняты на разных профессиях, которые работают, где нельзя приостановить технологический процесс. Женщины работают и по 12-часовой рабочий день. И вот эти вопросы нарабатываем мы, конечно, нарабатываем совместно с председателем профсоюзного комитета. Сначала первоначально готовили полдоговор, где говорили до 16 лет женщинам освободить на 1 час. Но женсоветом мы настаиваем, чтобы это сделать для всех женщин. И вот в силу того, что вчера произошла конференция производственного объединения «Кунтуголь» по соглашению трудового соглашения профсоюзных организаций с трудовым коллективом. И вот этот вопрос, там вопрос наработан, то есть уже, как говорится, принят вот, по соглашению, что сократить рабочий день женщинам, имеющих детей до 14 лет, и женщинам, занятых тяжелым физическим трудом. Там, где нельзя остановить технологический процесс, значит, предоставлять женщинам в неделю 1 день, ну, по наработке, суммировать в неделю 1 день, или, может быть, она в месяц 2 дня возьмет, но с обязательным использованием этих дней, потому что если мы говорим о социальной защите женщины, и чтобы она использовала эти дни для себя, может быть, по состоянию своего здоровья, чтобы она использовала их, но есть и такие вопросы, когда
И не получается у женщин, значит, в течение месяца отдохнуть. Прорабатываем этот вопрос, что, может быть, возможно, и к отпуску их приурочить, но этот вопрос очень сложно решается. Очень сложно, конечно, и будет все зависеть от конференции. 21 марта у нас планируется конференция о заключении трудового договора. И вот все эти вопросы, конечно, будем туда выносить и конкретно уже выходить с этими вопросами. Многих женщин беспокоит вопрос трудоустройства, безработицы, занятости. Как на самом деле, Елена Алексеевна, обстоит дело в городе сегодня? Ну, я должна сказать, что дело в городе обстоит намного лучше, чем обстоит это дело в Советском Союзе вообще. Да. На 91 год нашему городу для женщин особенно безработица совершенно не угрожает. Вот мы сделали анализ с 1 по 15 февраля, экспресс-опрос называется теперь. Значит, из выявленных неработающих женщин, вот у нас 408 их по уходу за детьми дошкольного возраста. Из этих 408 245 пошли бы сегодня на работу, если бы было у них место в детском дошкольном учреждении. Какую-то часть мы можем обеспечить работой с местом в детском дошкольном учреждении, какую-то часть нет. 163 женщины вообще не изъявили желания работать. Да, говорят о том, что достаток в семье удовлетворяет, и они совершенно спокойно будут заниматься воспитанием детей. Нас затревожил вот больше всего вопрос, из этих вот 245, которые не имеют места в детском дошкольных учреждениях, 108 – это женщины молодые, 17-20 лет, которые вышли замуж, не имея профессии, и уже есть ребенок, и фактически трудности, как определиться. Ну и тем не менее, этот контингент, в общем-то, мы тоже устраиваем. Детские дошкольные учреждения берут себе помощника-воспитателей с ребятишками. В общем-то, устраиваются эти женщины. Трудность у нас составляет 36 женщин, которые, в общем-то, высвобождены с предприятий организации города, имеют специальности экономистов, инженеров-строителей, техников-строителей и привыкли к своей работе, допустим, не желают перейти на другую работу. Ну, естественно, каждому тут у нас такой индивидуальный подход, советуем, подбираем, что-то предлагаем, вот, и находим выход из создавшегося положения. Я вам должна сказать, что вот на каждый день Бюро по трудоустройству располагает каждый день и еженедельно до 500 вакансий, в том числе где-то около 100-120 для женщин. Таким образом, если женщина захочет работать, она будет работать. В нашем разговоре сегодня обозначены только контуры многочисленных женских проблем. И решать их никто в наш город не придет, и никто нам не поможет, если мы сами, женщины, в своих коллективах, в своих семьях, и рядом друг другу не поможем. Поэтому надо объединить наши усилия, по возможности с помощью горсовета, создать женский центр или дом семьи, там, где можно было бы сосредоточить все эти проблемы и наши усилия, и решать их по возможности быстрее, не ожидая союзных, республиканских решений.